Следующее слово предоставляется представителю Министерства юстиции, также привлеченному в качестве иного лица, Авкулову Урмат Шабановичу. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый суд. Позвольте выступить с позиции Министерства юстиции. Ходатайство гражданина Кыргызской республики Токтоматова Марата Сентуровича о признании пункта 4 статьи 19 Закона Кыргызской республики об адвокатуре Кыргызской республики, адвокатской деятельности, неконституционными, не противоречащими статьями 16, 18, 20, частями 2, 3 статьи 42 Конституции Кыргызской республики отмечаем следующее. Согласно пункту 4 части 2 статьи 19 Закона Кыргызской республики об адвокатуре Кыргызской республики, адвокатской деятельности, лицензию не может получить гражданин, ранее лишенный лицензии на право занятия адвокатской деятельностью. В соответствии со статьей 15 указанного закона, адвокат гражданин Кыргызской республики, получивший в установленном настоящим законном порядке лицензию на право занятия адвокатской деятельности, являющийся членом адвокатуры. Статья 2 Закона Кыргызской республики об адвокатуре Кыргызской республики и адвокатской деятельности устанавливает, что адвокатура – это самоуправляемое профессиональное сообщество адвокатов, основанное на обязательном членстве в нем адвокатов Кыргызской республики, создаваемое на основе общности профессиональных интересов, призванное выражать на основе выражать и защищать интересы, содействовать повышению квалификации адвокатов, развитию адвокатской деятельности. Согласно статье 16 вышеуказанного закона, адвокатская деятельность Кыргызской республики является квалифицированная юридическая помощь, оказанная на профессиональной основе лицам, получившим лицензию на право занятия адвокатской деятельностью в порядке, установленном настоящим законом, физическим и юридическим лицам, государственным органам местного самоуправления и подзащитным в случае обязательного участия адвоката в уголовном судопроизводстве в качестве защитника в целях защиты и обеспечения их прав, свобод и законных интересов, а также доступа к правосудию. Таким образом, исходя из норм закона Кыргызской республики об адвокатуре Кыргызской республики, адвокатской деятельности, основной задачей адвоката является оказание квалифицированной юридической помощи. Право на получение квалифицированной юридической помощи, которое закреплено в статье 40 Конституции Кыргызской республики, согласно которой каждый гражданин имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. Учитывая изложенное, Конституция гарантирует каждому возможность получения квалифицированной юридической помощи. В связи с чем квалификационная юридическая помощь может оказываться при наличии лицензии на право занятия адвокатской деятельностью. Процедура получения лицензии и требования кандидатам определяется вышеуказанным законом и призвана обеспечить квалифицированного адвоката в качестве представителя ими помощи. Также обозначенным законом закреплены ниже следующие принципы адвокатской деятельности. Независимость и самостоятельность адвоката при осуществлении адвокатской деятельности. Законность, справедливость и гуманизм. Осуществление адвокатской деятельности методами и средствами, не запрещенными законодательством Кыргызской республики. Наблюдение кодекса профессиональной этики адвокатов, сохранение адвокатской тайны. Данный принцип является основополагающими ориентирами при осуществлении адвокатской деятельности и направлен на защиту прав граждан и гарантии получения квалифицированной юридической помощи. При этом в целях реализации указанных принципов положение закона об адвокатуре Кыргызской республики и адвокатской деятельности предусматривает механизмы, гарантирующие оказание квалифицированной юридической помощи населению. Один из таких механизмов является лишение адвоката лицензии. Согласно части 4 статьи 22 Закона об адвокатуре Кыргызской республики и адвокатской деятельности установлен случай лишения лицензии. Так, первое, в случае, если есть обвинительный приговор суда по отношению адвоката, задаемся вопросом, то каким образом он может осуществлять адвокатскую деятельность? Как адвокат, повторно нарушивший нормы кодекса профессиональной этики, адвоката может оказывать квалифицированную юридическую помощь гражданам. Таким образом, адвокат может заниматься адвокатской деятельностью, если он не повышал квалификацию в соответствии с нормами настоящего закона либо устава адвокатуры. И как адвокат, который нарушил нормы закона об адвокатуре Кыргызской республики и адвокатской деятельности, может заниматься адвокатской деятельностью. Данный механизм лишения адвокатской лицензии и недопустимость в последующем осуществлять адвокатскую деятельность ограничивает недобросовестных лиц от оказания квалифицированной юридической помощи. Указанные причины являются вескими основаниями для отказа в выдаче лицензии. Гарантируя право на получение квалифицированной юридической помощи, государство должно прежде всего обеспечить подготовку квалифицированных юристов для оказания гражданам различных видов юридической помощи и установить с этой целью определенные профессиональные и иные квалификационные требования и критерии. Желание же гражданина, ранее лишенного лицензии на адвокатскую деятельность, получить вновь лицензию может привести к тому, что защитником окажется лицо, не обладающее необходимыми профессиональными навыками. Это несовместимо с задачами правосудия и обязанностью государства гарантировать каждому квалифицированную юридическую помощь. С учетом изложенного отмечаем, что норма
о невозможности осуществлять адвокатскую деятельность после лишения адвокатской лицензии продиктована необходимость обеспечить гарантированное конституционное право граждан на получение квалифицированной юридической помощи и, соответственно, не противоречит нормам Конституции Крымской Республики. Относительно статьям 16, 18, 20 пункта 2.3 статьи 42 Конституции Крымской Республики обращаю внимание, что никоим образом не нарушается требования Конституции, не устанавливается дискриминационные требования к лицам получения лицензии на право занятия адвокатской деятельности. Также статья 42 Конституции Крымской Республики не нарушена требованием закона, так как каждый имеет право на экономическую свободу, свободное использование своих способностей и своего имущества для любой экономической деятельности, не запрещенной законом. Каждый имеет право на свободу труда, распоряжаться своими способностями, труду на выбор профессии и рода занятий, охрану условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, а также право на получение оплаты труда не ниже установленного законом прожиточного минимума. На основании вышеперечисленных доводов считаем, что ходатайство Токтаматова о признании неконституционными и противоречащими статьям 16, 18, 20 и пункта 2.3 статьи 42 Конституции Крымской Республики, пункта 4 части 2 статьи 19 Закона Крымской Республики об адвокатуре и Крымской Республики адвокатской деятельности является необоснованным и подлежит отказу в удовлетворении. У вас все, да?